Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре 15 сентября, среда. Это середина недели, и так недалеко осталось до пятницы, которую все так ждут с нетерпением. А наш телеканал Национального телевидения Калмыкии с вами ежедневно в своих утренних эфирах. Спешим подарить вам хорошее настроение и заряд бодрости на весь день. В студии для вас работает Валерия Буваева. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы России. Этот орган называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Государство перед данным ведомством ставит важные государственные задачи, а именно мониторинг, надзор и контроль в области санитарной гигиены, эпидемической обстановки, профилактические мероприятия по предупреждению эпидемии и вирусных заболеваний, а также защита прав потребителей. Потому что бактериальные, вирусные, грибковые и многие другие инфекции способны нанести вред и послужить причиной гибели населения. И сегодня отмечается один из самых масштабных экологических праздников – Российский день леса. Каждый житель планеты должен понимать, что лес нужно беречь, ведь деревья поглощают углекислый газ и обогащают землю кислородом. Кроме того, лес является естественной средой обитания для многих видов животных. Накануне глава государства Владимир Путин поручил правительству ежегодно выделять регионам дополнительные не менее 8 миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров. Президент подчеркнул, что необходимо кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров и распределить полномочия на случай чрезвычайных ситуаций. С начала пожароопасного сезона в Калмыкии сотрудниками Управления лесного хозяйства Министерства природы ведется противопожарная пропаганда среди населения. Распространение листовки и памятки на противопожарную тематику. Проводятся профилактические беседы и лекции. Хочу обратиться к жителям республики. Пожалуйста, владельцы сельскохозяйственных животных, следите за своим скотом. Не позволяйте ему бесконтрольно ходить по нашим участкам. Скот съедает наш труд, наши лесные культуры. Потом к любителям пикников, пожалуйста, убирайте за собой. Не курите в лесных насаждениях. Все приводит к плачевным результатам, к пожарам. Мы это делаем для вас, для ваших детей, для нашей республики, для улучшения климата, для нашей природы. Чтобы в лесу могли обитать лесные обитатели, это животные, зайцы, это лисы, это птицы. Большое спасибо вам. До самого значимого события для страны единого дня голосования осталось 2 дня. По решению ЦИК он будет проходить в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября. Избиратели Калмыкии могут отдать свой голос в любой удобный для них день с 8 утра до 8 вечера. Решение о многодневном голосовании принято с тем, чтобы развести потоки избирателей и минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. В республике уже готовы 235 участковых избирательных комиссий, на 75 установлены системы видеонаблюдения и 160 участков оснащены видеорегистраторами. В дни голосования будут работать более 350 общественных наблюдателей. Каждому из нас нужно принять участие в голосовании, потому что ваш голос важен для страны. Я, во-первых, приду всей семьей, чтобы выполнить свой гражданский долг, отдать свой голос, да, и призываю всех элисинцев прийти и проголосовать. Мы осознанно должны выбрать кандидата, потому что от этого зависит у нас в Элисте рабочие места, да, здравоохранение. Хотелось бы, чтобы это быстрее установилось, чтобы люди наши вышли из этой пандемии. Уважаемые жители Калмыкии, с 17, 18 и 19 сентября нам предстоит сделать выбор. Выбор кандидатов в депутаты в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва. Мы, юристы Калмыкии, призываем вас воспользоваться вашим активным избирательным правом, прийти на избирательные участки и выбрать из списка тех кандидатов, тех политических партий, которым вы доверяете, чья программа будет способствовать развитию нашего региона и России в целом. Уважаемые земляки, в эти выходные нам предстоит с вами сделать выбор.
которое определит вектор развития нашей республики и нашей страны. Лично я, как гражданин, как человек, который переживает за своих детей, за своих близких, пойду на выборы и призываю вас сделать его. Все кандидаты достойны, и, конечно, у каждого есть своя предвыборная программа. Призываю вас ознакомиться с ней и сделать свой осознанный гражданский выбор. Ходите на выборы, это важно. Определим вектор развития страны вместе. Здравствуйте, уважаемые земляки! 17, 18 и 19 сентября является особым важным днем для всей нашей страны, в частности, для жителей нашей Калмыкии. Позвольте от лица творческой молодежи попросить каждого из вас обязательно прийти на выборы и проголосовать. Знайте, что от голоса каждого из нас зависит будущее нашей Калмыкии, будущее нашей страны. Это «Утро Калмыкии» мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях артистка государственного хора Республики Калмыкия имени Анатолия Цыбекова Наталья Бойко. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как давно вы состоите в государственном хоре? В государственном хоре я уже более 15 лет, с 2004 года. Насколько я помню, прошло уже 15 лет, 16-й год. Попала я туда после окончания музыкального училища искусств. Училась я на теоретическом отделении, но у нас проходили уроки вокала, где педагоги заметили мою способность к этому виду искусства. И я решила после недолгой деятельности в школе, я была учителем музыки, я решила попробовать свои силы в вокальном творчестве. И так попала в государственный хор имени Анатолия Цыбекова. Тогда еще Анатолий Чергаряевич был в полном здравии. И это для меня огромная такая судьбоносная встреча. Это, конечно, пласт истории, это эпоха музыки, возрождения музыки в Калмыкии, потому что в те времена, вот именно 60-е, 50-е годы, когда возрождалась вся республика, эти люди, они на своих плечах буквально из ниоткуда, из ничего воссоздали вот эту составляющую, культурную составляющую нашей республики, нашего народа. Наталья, 10 сентября хор принял участие в международном фестивале. Расскажите, где он проходил и какая была программа? Международный фестиваль проходил в городе Астрахань. Это просто мультинациональный город, где, вот знаете, в воздухе просто вот и кочевье, ощущается вот степи наших кочевий, и грозы далеких высоких гор. Вот такой город, который просто вот собирает все какие-то вот национальности, сферы деятельности, где высотки, вот глянцевые какие-то новые здания стоят рядом с избушками деревянными, и это дает свою атмосферу в этом городе. И именно атмосфера международного фестиваля тоже впитывает вот эту энергетику мультинациональную, такую очень интересную. Вот мне, например, было интересно. Соответственно, приглашенные гости тоже были из разных, не только городов России, но и со всего мира. А фестиваль, вот наше выступление, посвящено 800-летию великого русского князя, великого воина Александра Невского. Все помнят знаменитое ледовое побоище. И вот, собственно, кантата Прокофьева была посвящена этому знаменательному событию. Это было представление, это было светопредставление, световое шоу. Было задействовано огромное количество коллективов. Это театр оперы и балета города Астрахань, их хоровой коллектив, балет города Астрахань. Оркестранты были задействованы как наши калмыцкие оркестранты из города Кисловодска, астраханские оркестранты. То есть это был сводный хор, оркестр, сводный коллектив, который представил вот такое крупномасштабное действо.
эту империю просто чувств, истории, потому что вот даже на репетиции, вот когда сидели мои знакомые на репетиции, они говорили, вот прямо дух истории веет со сцены, и это действительно было монументально. А когда пела меццо-сопрано, тоже артистка Московского театра Полина Шамаева, она пела о том, где же вы, соколы, те, кто остался жив, тому буду верной женой. Те, кто полегли, напоили кровью землю, поцелую в очи мертвые. То есть это очень душещипательное переживание русской женщины, которая находится на поле боя. И вот картинка как раз была такая: луна, и падает снег. И из земли мечи, выглядывают мечи. То есть это абсолютная пустошь. И это было очень трогательно. Каждый человек, который работал в этом проекте, имел какие-то регалии, звания, можно даже сказать титулы, не постесняюсь этого слова. И работать с такими людьми было тоже огромной честью для нас. И именно наблюдать за их работой, как они работают, это тоже вот как-то вот вдохновляет и погружает в сферу вот такого ритма жизни, такого уровня работы. Это очень большой полезный опыт для нас, как для музыкантов, для меня лично. Вот, например, балетмейстер, тоже народный артист, несмотря на то, что это был мужчина в возрасте, он был очень легкий, парящий. Вот на него смотришь, и такое ощущение, что у него нет просто контакта с землей. Он даже что-то вот показывает, и вот как будто парит в воздухе. И это так интересно, вот именно в этом заключается профессионализм, когда ты рождаешь какие-то новые ощущения от образа. В этом, наверное, тоже и заключается роль артиста, когда человек, глядя на тебя, думает не о том, что ты что-то поешь, что-то исполняешь, а рождает какую-то свою атмосферу внутри себя. И именно это, наверное, есть цель артистической работы. Передать эмоции, чтобы... Да, и чтобы создалось что-то свое у зрителя, у слушателя, чтобы можно было вдруг замолчать, а зритель понял. Вот контакт со зрителем, вот проще говоря. Ну и, конечно же, особая сложность была в том, что все 3 дня мы были на улице. В связи с ограничениями действо проходило на улице, на территории Кремля, но это, конечно, рождало совершенно особое чувство. Вот эти белоснежные стены, этот новорожденный месяц, который вот светил над этими всеми софитами, эти звезды, и это все совершенно особые ощущения рождало, когда ты смотришь на эти белоснежные стены, поешь о том: «Поднимайся, Русь, веселися, Русь, мать родная земля». Когда ты представляешь вот всех этих воинов, которые давным-давно положили свои жизни для того, чтобы мы с вами сейчас вот могли беседовать, жить, просто думать о каких-то своих повседневных делах. В какой-то степени это и их заслуга. И это как-то приходит, все это понимание, и приходит именно в тот момент, когда происходит это все действие, и ты в нем участвуешь, вкладываешь какую-то свою лепту. Это неповторимые просто ощущения. И я надолго запомню эти гастроли. Действительно, все было очень незабываемо. Вот расскажите, вот вы сказали то, что очень много задействовано было коллективов, артистов. Расскажите про подготовку к этому мероприятию, как давно готовились?
У нас не было ни разу ни одной сводной репетиции здесь, в Калмыкии. Мы приехали уже, когда в Астрахань, впервые услышали себя именно в совместном звучании. Это было так интересно. Это была репетиция с Галиной Дунчевой, заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Астраханского хора. И поэтому это была большая ответственность, вот впервые собравшись, показать, что мы сделали за это время. Это была большая ответственность. Но я так поняла, что астраханцы были довольны нашим коллективом, нас хвалили, благодарили, и замечаний особых не было. Нам даже пару-тройку репетиций отменили из-за того, что дирижера, видимо, устраивало все. Поэтому я считаю, что наша задача была выполнена, несмотря на сложности, все состоялось наилучшим образом. И когда мы выступали, нас всех, вот это огромное количество людей, собирали за сценой, чтобы выйти вовремя, чтобы всем вовремя выйти. Тоже было задействовано много людей, много, как сказать, вот служащих, госслужащих или вот как работников сцены, которые определяли вот это вот движение, когда выходит балет, когда заходит хор. И так получилось, что мы очень замерзли в один вечер и решили пойти купить чашку горячего чая. Вышли оттуда, буквально 5 минут нас не было, а обратно нас не пустила охрана. И вот из-за того, что у нас не было опознавательных каких-то знаков с собой, категорически отказались нас пускать. Нам пришлось звонить художественному руководителю, чтобы она нас освободила. Она быстро мобилизовалась, и вот это все действие, как сказать, развела вот эту, разрешила эту ситуацию. И буквально вот мы прибегаем, и вот сразу же наш выход. Но я хочу сказать, что мы были таким образом под надежной охраной, под надежной защитой, поэтому очень серьезная была подготовка не только с нашей стороны, но и со стороны вот астраханских властей. Как отреагировал зритель? Я должна сказать, что несмотря на то, что было очень холодно, вот все-таки дни сейчас днем солнечные, жаркие, а ночью практически мы стояли за сценой в зимних куртках, чтобы потом выйти на сцену в красивых платьях и сделать вид, что мы абсолютно не испытываем никакого дискомфорта, но это и на самом деле было так, потому что мы были вовлечены в действо, в это таинство звука, я бы даже сказала. Зритель тоже ощущал вот эти неудобства из-за холода, из-за такого резкого перепада температуры, но глаза у всех были горящие, вот просто включенные взгляды, несмотря на то, что дорогие очень были билеты, все было занято, все места были раскуплены, при этом еще и за ограждением стояли просто толпы людей с телефонами или просто вот слушатели, которые вот даже за ограждением, стоя эти 2 часа, слушали произведения Прокофьева и аплодировали стоя. Вот я думаю, что этим все сказано. Я думаю, что людям очень понравилось. Ну, многочисленные выкрики «Браво!». Это говорит о том, что все состоялась задача фестиваля. Я считаю, что именно в этом заключается такой некий тандем зрителя и артиста, когда вы друг напротив друга практически. Получается, это своего рода противостояние. Артист и зритель. Но это кантата, исполнение, это произведение вот создало такую атмосферу, что мы стали одним целым. Они, зрители, такие же люди, как и мы. Мы
все хотим одного и того же в жизни, просто разными путями. И вот это вот единение, когда мы ощутили вот удаление этой преграды между нами, мы стали одним целым. И я думаю, что зритель это понял, вот именно аплодируя стоя. И мы тоже, кстати, на сцене аплодировали и зрителям, и организаторам этого фестиваля. Спасибо большое за беседу, что пришли. Я очень рада была встретиться с вами. У вас есть возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра. Дорогие друзья, помимо бесконечных добрых утр, я желаю вам каждое это утро встречать с любопытством, чтобы каждый день был наполнен этим прекрасным чувством и заканчивался, чтобы день, ощущением благодарности. Всегда. Спасибо большое. Небольшая разминка по утрам поможет вам поднять настроение и избавиться от плохих мыслей, настроиться на позитивный и продуктивный день, а также отлично подойдет для подготовки перед трудным и напряженным днем. Смотрим и повторяем за нашими очаровательными фитнес-тренерами. Доброе утро, Калмыкия! Меня зовут Кермен, я инструктор Пордебра. Сегодня я покажу тренировку с лентами. Это дополнительное оборудование Пордебра. Лента эластичная, она придает нам рельеф и силу. Как я говорила, в Пордебра есть дополнительное оборудование. Сейчас это у нас лента эластичная. Хорошо, становимся. В правой руке у нас лента. Начинаем наклон влево. Сгибается левое колено. И натяжение в правой руке. Вправо наклон. Повторяем. Последний раз. Хорошо, остаемся в центре. Руки на себя. Раскрываем грудь. Еще раз. Добавим колени. Раскрываем грудь. Вдох. Колени. Выдох. Вдох. Выдох. В левую сторону. Еще. Открываем. В правую выдыхаем. Центр. Выдох. И повторим наклоны. В центре. Мы закончили тренировку. Всем хорошего дня. Любите спорт, любите себя, наслаждайтесь жизнью, живите здесь и сейчас. Польза от правильного завтрака огромная, но многие пропускают его и недооценивают значимость этого процесса, ссылаясь на то, что пока проснутся, приведут себя в порядок, выберут одежду и на прием пищи времени не хватит, а кто-то просто боится набрать лишние килограммы, забывая о том, что именно утром можно практически ни в чем себе не отказывать, ведь в течение дня пища успеет усвоиться, а легкий полезный завтрак даст заряд бодрости на весь день. Всем доброе утро! Сегодня завтрак с вами буду готовить я, Диана Басхамджиева.
Сыночек у меня очень сильно любит сэндвичи, и в приготовлении они очень простые. Продукты, которые нужны, это хлеб, помидоры, огурцы, колбаса, сыр, все, что есть у нас в холодильнике. Тосты разогреваем на сковороде, принципиально не пользуюсь техникой. Ну и сейчас приступим к готовке. Для начала разогреваем сковородку на медленном огне. Ну и, конечно, какой завтрак без калмыцкого ароматного чая. Пока разогревается сковорода и закипает чай, надо подготовить огурцы. Нарезаем тоненько слайсом. Хочу сказать еще то, что очень люблю калмыцкий чай. Если вот с утра не попью, голова болит весь день. Вот. И люблю чай именно с маслом, с мускатным орехом, все прям как вот раньше. Если нет мускатного ореха, то, как раньше моя Ечи добавляла, это гвоздику. Кстати, очень помогает, у кого давление скачет. Так, ну вот уже разогрелась сковорода на медленном огне и опускаем первый наш тост. Ну и уже и вода закипела. Чай, поэтому раньше, конечно, и черный листовой, и зеленый листовой добавляли, но у нас только черный. Так, ну чай у нас уже покрасился, покипел буквально минуты 2. Ну и наливаем молоко. Так, ну уже чувствуется, что по запаху он уже поджарился. Вот, пожалуйста. Ждем вторую оборотную сторону. Так, пока у нас поджаривается хлеб, надо подготовить также еще помидор. Тоненько также слайсом. Так, уже тоже поджарился, я думаю, уже готов. Так, и следующий. Они очень быстро румянятся. Уже закипает чай, и вот на одну порцию нам нужно будет 2 тоста. Пока хлеб горячий, нужно уже потихоньку раскладывать продукты. Первым делом идет соус. Обыкновенный он продается в магазине, чесночный. Далее идет колбаса, огурцы. Хорошо, когда заранее все приготовили, уже все есть. Слайс помидора. Ну и наш сыр. Так. Поджаристой коркой вверх. Ну что, наш завтрак готов, и можно уже подавать с ароматным калмыцким чаем. Добавим пару ароматной гвоздики. Далее масло. Масло, конечно, можно по вкусу, я стараюсь слишком много не добавлять. Так. Ну и, конечно, соль также по вкусу. Но у нас здесь примерно столько. Можно потом еще добавить. Снимаем с плиты. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Поделилась сегодня рецептом завтрака. Желаю всем хорошего, удачного и продуктивного дня. И на этом у меня все. Всем желаю удачного дня. Смотрите нас на телеканалах Национального телевидения Калмыкии и Общественного телевидения России.